Здравствуйте, дорогие подписчики! И сегодня мы снова делаем всеми любимый расклад. Что он думает обо мне сегодня? Если вы это видео смотрите не в день, когда оно вышло, ничего страшного. В любом случае, оно вам поможет в тот момент, когда вы зашли на канал и стали смотреть его. Вот. То есть видео никак не привязано к какому-то определенному времени. Расклад может вам помочь в любой день. Так, ну что у нас сегодня будет? 3 варианта. Сейчас я разложу по одной карте сигнификатора на каждый из вариантов. Настройтесь на вашего партнера, представьте себе его и смотрите тот вариант, который вам хочется внутренне. Так, в общем, вот у нас первый вариант на ситуацию, карта на второй вариант и карта на третий вариант. Начнем мы, как всегда, с первого варианта. Еще раз настройтесь на своего партнера, и мы спросим карты. Так, смотрим сигнификатор ситуации на сегодняшний день. В общем, это у нас старший аркан башня. Искры летят из глаз. Ситуация очень такая конфликтная у вас. В ссоре, скорее всего, вы находитесь. Посмотрим мы на вашего партнера, каким он нам на сегодня представляется. Ну да. В общем, партнер у нас находится в таком очень состоянии обиженном, когда у него уже все просто накипело, и он уже просто не знает, как быть дальше. Он однозначно в ситуации кризиса, потому что и по карте башни показывает, что вы находитесь в конфликте. Вот. И карта десятка мечей говорит о том, что у человека очень удрученное состояние, и эта карта может говорить про то, что у вас произошла какая-то остановка в отношениях. Вот. Скорее всего, вот эти карты показывают на вас. Он у нас жрец, вы у нас хозяйка, или карта императрицы по-другому, да. В любом случае, человек воспринимает вас как человека, который как бы идеальная такая женщина вы для этого партнера, но на данный период времени у вас какие-то большие трудности в отношениях. Вот. Но тем не менее, как бы, скорее всего, вы как бы в браке находитесь. Вот по первому варианту тут у нас пара, которые, скорее всего, находятся в браке. Если это у вас так проигрывается, то можете дальше смотреть расклад. То есть, потому что жрец, первосвященник и хозяйка рядышком — это
скорее всего, именно какой-то традиционный брак, традиционные отношения. Так, что он чувствует на сегодняшний день по отношению к вам? Извиняюсь, я тут камеру чуть-чуть подвинула. Так, что он чувствует по отношению к вам на сегодняшний день? Карта силы. Очень сильное притяжение к вам. По пажу жезлов тоже можно сказать то, что как бы есть к вам стремление. Как-то, может быть, какую-то новость вам принести хочет, какое-то послание послать. Но, тем не менее, выходит карта справедливость еще на эту же позицию, что притяжение-то к вам есть, но он как бы не намерен отступать от своей позиции, которую он сейчас занимает в конфликте или в ссоре. Так, вот такие чувства у него к вам на сегодняшний день. Что вы к нему чувствуете? Ну, вы тоже обороняетесь, это логично. Это логично, то, что вы тоже обороняетесь вот по этой карте и как-то чувствуете себя на высоте, что я права, я права. И он чувствует, что он прав. Вот. Тем не менее, вы тоже ждете шанса, что как-то представится вам возможность как-то вот этот конфликт разрулить. Вот. Ну и еще также вы чувствуете, что вам чего-то не хватает. То есть вы чувствуете, что вам не хватает этого человека. Потому что здесь у нас изображен человек, который пошел в поиски недостающего кубка. Ну, то есть он пошел в поиски чего-то, что связано с личной жизнью. То есть вам, грубо говоря, этого человека тоже не хватает. Вы ждете шанса как-то помириться с этим человеком, но тоже находитесь в обороне. Так. Из-за чего у вас получился такой конфликт? Можно ли как-то его разрулить? Так. Ну, тут по карте туза мечей между вами как кошка пробежала вообще, как бы, и тут рыцарь мечей у нас выходит, скорее всего, человек, вот этот загаданный партнер, что-то вам наговорил. Ну, как бы, про конфликт говорится то, что он виноват в этом конфликте, да, то есть, ну, как-то на него выходит карта. Он сказал, скорее всего, вам что-то грубое. Вот. И как бы по карте суд можно сказать то, что все равно у вас будет обсуждение вот этой вот проблемы. Так. Чем закончится этот конфликт? Так. Две карты вылезли, поэтому две положу. Ясно. Либо этот конфликт закончится тем, что вы раните друг другу сердца, либо, так как здесь вышло две карты, в общем, кто-то из вас находится в выборе.
между одним партнером и вторым. То есть, грубо говоря, любовный треугольник. Может быть, у кого-то и четырехугольник. Вот. И чем закончится этот конфликт? Тем, что кто-то из вас получит колоссальный опыт и из этой ситуации и будет уже как-то вот с осторожностью относиться к другому партнеру. Выстроить стену какую-то, чтобы человек не смог сделать больно. А вот другой партнер как-то очень некрасиво поступит в этой ситуации. Он захочет что-то украсть. Украсть не в прямом смысле слова, что-то материальное, а ну, как-то хитрить будет. Вот. Если у нас здесь речь идет о любовном треугольнике, то, конечно, тот партнер, который находится, который выбирает, кого выбрать, естественно, поступит как-то вот по-хитрому. Ну, в данной ситуации, наверное, можно сказать, что загаданный мужчина, скорее всего, выбирает между вами и любовницей, потому что это он устроил конфликт, и он сейчас находится в кризисе. А вы у нас выходите императрицей, то есть женщина, которая, в принципе, как бы любящая и, ну, как бы женщина-жена. Вряд ли у нее в данном раскладе есть какой-то третий вариант. Ой, третий вариант, говорю, другой мужчина. Вот. А вот загаданный партнер, скорее всего, имеет другую женщину. И чем закончится этот конфликт? Тем, что он будет все равно в двойственности, все равно будет выбирать. Так, давайте спросим карты, какие будут отношения у вас с загаданным партнером на ближайшее будущее, на ближайшие полгода, например. Ну, в принципе, скорее всего, карты нам говорят о том, что человек так и так будет такой, все равно останется таким сердцеедом, и тут все равно выходит рядом карта тройки кубков, тоже говорящая нам, возможно, о треугольнике. То есть ситуация на полгода, скорее всего, вряд ли как-то может решиться. Пишите, у кого любовный треугольник, действительно ли это так проигрывается. Потому что иногда эта карта показывает просто раненое сердце, обиды, которые люди нанесли друг другу в этой войне, так скажем. Вот. Но карта показывает, что партнер, загаданный мужчина, все равно будет вести себя немножко как бабник. Вот. Давайте спросим совет у карты для вас, что вам делать в данной ситуации. Так. Сбросить с себя этот груз, посидеть просто в уединении,
подумать над этой ситуацией и как-то обратиться в себя, к своему внутреннему миру, не давать этому партнеру, как бы, он хочет к вам проявиться, но он хочет к вам проявиться с такой немножко вот сексуальной энергией, вот, то есть я тут не вижу кубков, которые говорят о том, что человек как-то вот серьезно настроен к вам, кроме карты хозяйки, карты императрицы. То есть она говорит, что вы для него все равно как бы идеальная женщина, несмотря на все ситуации, которые здесь происходят. Может быть, человек решил пофлиртовать, погулять. Ну, в общем, надо вам от него отстраниться, сбросить наконец-таки весь этот груз этих отношений, отстраниться надо. И человек тогда все равно как-то, может, все-таки сделает выводы, что не надо было так ему поступать, и что вы для него все равно главная женщина в его жизни. Так. Ну и давайте спросим все-таки напоследок, любит ли вас ваш партнер. То есть все-таки хочу я увидеть какие-то чувства. Ну, он постоянно хочет к вам проявиться. Вот что. Так. Я вижу здесь только постоянное к вам мчание. Он мчится постоянно к вам. И на рыцаре жезлов, и на рыцаре мечей. И тут рыцарь пентаклей, и по пажу жезлов. Постоянно хочет как-то вот к вам проявиться. Ну, он показывает тут, что он жертва обстоятельств, жертва конфликта. Ну, как-то он завис в этой ситуации. Так. В общем, девушки, которые смотрят этот расклад, девушки, женщины, девочки, хочу сказать то, что его к вам очень тянет. Ну, там вот карта силы, да, это карта притяжения к вам. И он постоянно хочет к вам приехать, примчаться. Но вот именно такие серьезные чувства я вот к вам не вижу. Не выходят мне какие-то серьезные чувства по отношению к вам. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. У вас как-то тоже вот вы тоже как-то от него обороняетесь, вроде тоже ищете шансы, чтобы как-то вот решить этот конфликт, но что-то вообще у вас тут эмоции, это настоящая любовь-то вот между вами вообще есть. То есть я вижу здесь постоянное стремление к друг другу, тяга к друг другу, может быть, сексуального плана, а вот серьезные вот какие-то вот любовные карты, что-то я здесь не вижу. Ну, в общем, решайте сами, как вам быть с этим партнером, если он вам сделал очень больно и вообще находится в двойственности, выбирает между вами и еще какой-то женщиной, то нужен ли вам такой партнер? Карты вам намекают на то, чтобы сбросить груз этих отношений и как бы обратиться к себе. Спросить себя, чего вы сами хотите. Нужен ли вам такой партнер? Вот. Я, наверное, как бы поставлю таким образом точку, и с первым раскладом мы закончим. Вот. Может быть, не просто так у вас здесь башня и кризис. Может быть, действительно нужно с этим всем порвать. Так.
У нас был первый вариант. Так, второй вариант. Так. Второй вариант. Давайте посмотрим сигнификатор вообще в ситуации на сегодняшний день. Королева мечей. Этот сигнификатор показывает вас, что вы холодна к партнеру, порубите его мечом, если он вдруг там что-то не так скажет. Очень сознательно подходите к проблеме, к ситуации, если у вас есть какие-то между партнером ссоры, конфликты, обиды. Ну, старайтесь больше думать головой. Так. Головой, а не эмоциями. Давайте посмотрим, какой ваш партнер на сегодняшний день. Партнер у нас в работе. Трудится тут, не покладая рук. Ну и что-то пытается как бы сделать, возможно, в вашу сторону, чтобы вы оценили его какие-то труды. Вот, так может проиграться. И еще, да, действительно, у вас тоже есть какой-то конфликт. Кто-то здесь кого-то обидел, может быть, он хочет как-то из-за того, что он накосячил, как-то перед вами услужиться, показать, что он не такой плохой, как вы о нем думаете. Так, какие у него чувства к вам на сегодняшний день? Ну, у вас не хватает. Так, он ждет шанса как-то к вам проявиться. Немножко обороняется тоже. Но вас ему не хватает. Это однозначно. Он чувствует пустоту какую-то душевную. Так. Как вы относитесь к партнеру на сегодняшний день? Вы думаете, вы в выборе. Скорее всего, вы на расстоянии. Вы к нему проявляете такие умеренные чувства, не шибко-то как-то показываете свою любовь. Так, любит ли вас загаданный партнер? Давайте зададим вопрос. Ага. Был у вас какой-то кризис, остановка, точка в отношениях. И он, скорее всего, ее спровоцировал по карте Маг. Ну, он хотел бы с вами как-то вот какого-то праздника, все равно хотел бы с вами как-то потусить. Так, ну тройка кубков что у нас говорит? Может говорить о какой-то легкости, о каком-то веселье, может быть, хочется ему с вами легкости, а не вот этого, а не десятки мечей, где все, война закончилась, грубо говоря. Каждый нанес друг другу какие-то удары. Тут у нас мечи в спину. Также, конечно, тройка кубков может говорить и о любовном треугольнике. Так. Есть ли у загаданного партнера другая женщина?
человек такой больше семейный выходит. И по карте отшельник можно сказать то, что, ну, отшельник в прямом смысле слова, то есть у него нету другой женщины. Так. Как у вас сложатся отношения на ближайшее будущее? Такое ощущение, что вы так и будете друг в друга какие-то стрелы пускать. Вот, вы тут выходите как-то вот. Каждый сидит на своем троне и ну, с другой стороны, как бы можно это так проиграть, эти карты, то что вы как бы стремитесь друг к другу все равно, но тем не менее оба партнера очень холодны и будут держать вот эту оборону друг от друга. Но стремление у вас к друг другу есть. Так. Что вообще партнер думает по отношению к вам? Ну, он думает, то, что вы очень холодны сейчас с ним, то, что вы находитесь в каких-то ограничениях. Наверное, он хочет как-то обнуления вот этой ситуации по карте Шут. Он вот вас так представляет. Жрицей. И королева мечей вы у нас тут выходите. Что он еще думает о вас? Как он себе вас на данный момент представляет? Все равно выходит карта любовного треугольника. Либо он представляет вас то, что вы обижены на него очень, и он хочет как-то приехать и выяснить уже этот конфликт. Потому что ситуация зависла. Ну хорошо, что он хочет приехать. Так. Проявится ли этот партнер в ближайший месяц к вам? Ну, он все обдумывает, и он вас любит. И ему все-таки действительно хочется обнуления ваших отношений, то есть заново все начать. Какой совет у карт
мы сейчас увидим для вас? Так, совет карты для вас. Ну, в принципе, этот человек как бы подходит к вам. Подходит вам, точнее, как пара. Надо действительно выяснить с ним ту ситуацию, которая у вас произошла. Обсудить эту ситуацию. Вот, и в принципе мне кажется, вы не должны этого партнера как бы недооценивать. В принципе, он мужчина, который достоин вас. Вот. Просто надо все с ним обсудить, поговорить. И карта показывает то, что он вас любит. И хочет с вами как-то вот заново все начать. Так, ну вот такая вот у нас вторая позиция была, второй вариант. Спасибо вам за просмотр. Пишите тоже, у кого как проигрывается. Мне это интересно, правда интересно. Так, спасибо за просмотр, второй вариант. Мы идем к третьему. Так, третий вариант. Настройтесь на ситуацию, настройтесь на вашего партнера. Давайте посмотрим, что у нас за ситуация на сегодняшний день в ваших отношениях. И поспрашиваем, что думает партнер о вас на сегодня. Колесо фортуны. В принципе, карта удачи. Так. Или карта, которая может говорить о том, что сегодня у вас хорошо, завтра плохо, и так вот постоянно колесо у нас крутится. Так. Что и представляет из себя партнер, загаданный на сегодняшний день? Так. Так. Партнер у нас скучает по двум дамам. Интересно. Причем, скорее всего, одна из этих дам и его жена, скорее всего, по королеве пентаклей. Хозяйка, скажем так. Две абсолютно разные женщины. Так, как вы относитесь к партнеру на сегодняшний день? Вы пытаетесь как-то им управлять, ждете шанса, чтобы быть с ним. То есть у вас, скорее всего, сейчас с ним есть какая-то связь, такая флирт, что-то такое может быть, зарождающаяся какая-то любовь, скажем так. Но вы пытаетесь как-то управлять этой ситуацией. Видимо, пытаетесь на свою сторону партнера как-то переманить. Так, как относится данный партнер к своей жене? Я, конечно, не знаю, кто смотрит тут третьи варианты. Если смотрит третий вариант любовница, то хочу сказать, что к своей жене он испытывает сильные чувства. И, в принципе, они как бы
ну, как-то так созданы друг для друга, но сейчас у них есть какая-то такая тишина в отношениях, пауза. Так, как загаданный партнер относится к любовнице? Так. Ага. Хочет приехать по колеснице. Движение какое-то к любовнице. Может быть, на расстоянии как-то проигрывается вот эта карта. Ну и может так быть, что человек думает о любовнице как о неком идеале, который недостижим. Так, ну человек тут у нас этот привирает много. Так, как будет ситуация складываться на ближайшее время с этим загаданным партнером? Так, давайте я сразу задам вопрос. Вообще, с кем партнер останется в ближайшем будущем? С любовницей или с женой? Я хочу знать вот ответ на этот вопрос. Ай. Король кубков, товарищ очень любвеобильный. Так. Ну, в общем, этот человек, смотря кто меня смотрит, конечно, вот этот загаданный партнер, он, в принципе, очень хорошо, удобно устроился на своем троне и как-то по карте мир можно сказать, что он помирится с тем человеком, который смотрит этот расклад. Но вот кого он выберет, это как-то вот пока он сам находится в такой двойственности. Так. Давайте спросим совет у карты для вас. Выход из этой ситуации есть, но карты говорят о том, что надо как-то поставить точку здесь. Причем он может к вам проявиться, но желательно поставить точку. Ну, тогда понятно, почему сигнификаторы вот этой ситуации это колесо фортуны, что называется, кому повезет. Вот повезет либо жене, либо любовнице. И товарищ здесь у нас пока в таком удобном положении, как бы в ситуации, что у него с женой пока, конечно, что-то на паузе стоит, и он стремится к своей любовнице, но тем не менее человек очень так хитро это все делает, и он очень любвеобильный. Пишите в комментариях, кто смотрит этот расклад. Любовницы или жены.
Но с женой как-то вот у них пара более гармоничная как-то. Ну, как-то созданы друг для друга, а не с женой. Может, не стоит лезть в эти отношения, если все-таки смотрит любовница. Как-то карта показывает, что, скорее всего, смотрит любовница. Вы как-то хотите сманипулировать им, чтобы быть с ним рядом по карте маг. И вот ждете этого шанса. Так. Ну, вот, я думаю, что стоит закончить, наверное, этот расклад. Вот такой получился третий вариант. Пишите комментарии. Буду рада всем ответить. Спасибо вам большое за просмотр. До скорых встреч.